телеканал «Звезда», военная приемка. И этот выпуск мы проведем за пределами Российской Федерации, в Республике Киргизия. Военная приемка не первый раз работает за пределами России. Мы снимали армию и флот Мьянмы, показывали вооруженные силы Лаоса, рассказывали о военнослужащих из Китая, были на выставках вооружений в Индии, в Объединенных Арабских Эмиратах. В 2022 году мы хотим детальнее рассказать об армиях наших ближайших союзников из стран Организации договора о коллективной безопасности. Киргизия – первая из государств ОДКБ, кто допустил нас в свою армию. Об этом мы уже начали рассказ в первой серии, но там значительная часть была посвящена российской авиабазе в Канте. В этой второй серии мы делаем акцент исключительно на силовой блок Киргизской Республики. И эту формулировку мы используем не случайно. Конечно, сегодня мы покажем, как проходит подготовка военнослужащих спецподразделений, военных летчиков, танкистов, но плюс к этому сегодня вы увидите еще и работу пограничников. Итак, перед нами горы Тянь-Шань, красивая горная страна Киргизия. Пора начинать. Киргизская республика, окраина Бишкека, военный аэродром Фрунзе-1, раннее утро. К вылету готовится вертолетная эскадрилья сил воздушной обороны. Сегодня экипажу предстоит работа со спецподразделением, которое занимается по программе воздушно-десантной подготовки. Мы назвали бы этих парней военнослужащими ВДВ, но нет, это спецназ Национальной гвардии вооруженных сил под названием «Пантера». Подобно самим диким кошкам, адаптировавшимся в том числе и к жизни в горах, воины этого спецподразделения постоянно тренируются в высокогорье в условиях кислородной недостаточности. Как раз сегодня у них будет работа на высоте. Внимание! Бесполетное указание. Местное время 9 часов 00 минут. Микрофон включен. Командиру вертолетной эскадрильи доложить наличие личного состава. Личный состав, группа руководства полетом, группа обеспечения полетом на предполетное указание собрано в полном составе. Кратковременный дождь, гроза. Видимость 8-10 километров, ветер переменный 3-6 метров в секунду, температура воздуха плюс 32. Плюс 32 – это в тени, внизу, на аэродроме. Подобрав группу спецназа, вертолет не спеша, но уверенно поднимается туда, где за бортом минус, и где в разряженной атмосфере винтокрылая машина как будто становится тяжелее. Говоря образно, воздух тут более жидкий, и лопасти не так уверенно, как внизу, винчиваются в него. Что сейчас происходит? Мы находимся на высоте 5000 метров. Это практически высота Эльбруса. На борту доктор, и доктор прямо в полете проводит медкомиссию, оценивает состояние летчиков в условиях кислородной недостаточности. Смотрит давление, ну и общее состояние. Немножко расскажите, что вы делаете. Мы проводим высокие испытания, то есть сдержанность наших летчиков во избежание всяких, как сказать, дыхательных недостач, переносимости на высоте. И все летчики у нас обязаны пройти 2 года 1 раз, а некоторые в 3 года 1 раз. Во избежание асфиксии. Один за другим летчики эскадрильи проходят высотную медкомиссию. Вместе с ними разряженным воздухом дышат и парни из «Пантеры». У акклиматизации есть свойство накапливаться. Чем чаще человек попадает в такие условия, тем проще ему будет на высоте потом. Сегодня спецназу предстоит отработать разведывательно-поисковые действия в районе хребта Алатоо. В переводе с киргизского «Алатоо» – «пестрые горы». Интересно, что на другой стороне этих невероятно красивых гор находится еще один военный объект – танковый полигон Киргизской Республики. Полигон уникальный. Расположен неподалеку от озера Иссык-Куль на высоте, подходящей к отметке 2000 метров. В мире таких единицы.
Во времена СССР здесь готовили танкистов для Афганистана. Сейчас на наших глазах проводится подготовка киргизских военнослужащих к конкурсу армейских международных игр «Танковый биатлон», который пройдет в этом году на территории России. Танк Т-72 мчится со скоростью легковой машины по песчаному бездорожью. Разряженный воздух, температура в тени плюс 40. Мы бы назвали такие условия экстремальными, но для киргизских танкистов они обычные. 40 тонн железа, Юрка маневрирует между оградительными столбами. Змейка – первый элемент подготовки. Правая рука наблюдателя с белым флагом вздымается вверх. Это знак, что полоса препятствий пройдена. Следующая задача – максимально оперативно загрузить боеприпасы. Здесь в данное время на этом учебном месте отрабатывается именно загрузка боеприпасов в танк, конвейер танка. Все делается на время. Так точно. Выполняются нормативы, механик, водитель подает снаряды, наводчик-оператор, дальше командиру, и командир уже непосредственно осуществляет загрузку боеприпасов. На это особенно интересно смотреть в замедленном режиме. Синхронно открываются люки, из которых одновременно и быстро выбираются танкисты. Каждый занимает нужную позицию. Среди контейнеров с боеприпасами часто перемещаются прыжками. Дальше мы видим, как практически одномоментно открываются крышки ящиков. И экипаж аккуратно, но при этом очень быстро и ловко передает боеприпасы. Это уже Россия, август 2021-го, танковый биатлон. На полигоне Алабина команда Киргизии на танке Т-72Б3 желто-зеленой раскраски выступает во втором дивизионе. Среди соперников танкисты из Лаоса, Мьянмы, Мали, Таджикистана, Южной Осетии. Итак, выстрел. Есть цель! Ну что ж, собрался. Хорошо. Хорошо, вот в том же духе нужно продолжать работу. Киргизскую команду возглавляет уже знакомый нам полковник Рустам Садиков, выпускник Челябинского высшего танкового командного училища. От Киргизии полковник Рустам Садиков. Ну, во-первых, мы должны поздравить вас, ваша команда выступила в прошлом году на биатлоне. С каким показателем? Ну, первое место заняли в прошлом году, во втором дивизионе. Первое место, говорит скромно товарищ полковник. Киргизия, браво! Танкисты настоящие молодцы. С гордостью представили свою страну, свои вооруженные силы, свои танковые войска. Развивается танк Республики Киргизия на полигоне Алабина. Браво! Болельщики на трибунах не могли сдержать эмоций. Мужские слезы радости за своих победителей. Теперь из второго дивизиона команда Киргизии перейдет в первый. И в августе 2022 года будет состязаться с танкистами из Белоруссии, Китая и, конечно, России. Как строятся ваши взаимоотношения с нашими российскими военными на танковом биатлоне? Но отношения очень хорошие, теплые уже. 2014 года от нашей республики команда выступает уже в танковом биатлоне, именно вот международные армейские игры. За 7 лет это первая победа киргизских танкистов. И она, конечно, окрылила команду. Теперь подготовка идет куда плотнее, чем прежде. Задача на сегодня – поразить мишени, подобные тем, что используются на соревнованиях. Красные, голубые, желтые, тканевые размером 2 на 3 метра для основного орудия и картонные мишени для пулемета. Сейчас будут вести стрелы из 125 миллиметров артиллерийского выстрела. Сейчас вот как раз тренер это подает команду. Вот мишени уже стоят. В дальних зданиях 1600, 1700. Вот. Прогремел выстрел только что. На какую дистанцию? 1600 метров отсюда. Мишень номер 12. 1700 метров. Вот видно, что поражена цель. Яркая вспышка пламени, столб пыли и... Сквозь мишень из ткани снаряд пролетает без видимого эффекта. Это похоже на промах, но не спешите с выводами. Было попадание? Было, да. Видно же было сразу это. Несмотря на то, что сами танкисты киргизы, они служат в дивизии, которая носит имя русского
Точнее, советского генерала Ивана Панфилова. Того самого, от которого все мы знаем нарицательное «панфиловцы». Ну, наша дивизия – это легенда. Вы знаете, вот наша дивизия была начата формироваться после нападения фашистской Европы к нам на территории Советского Союза. Если 22 числа июня на нас напали, мы были день части 12 июля. Обратите внимание, полковник киргизской армии говорит «наша дивизия», «на нас напали». Он не отделяет историю своей страны от истории СССР. И слова про нападение фашистской Европы не оговорка. Ведь на стороне Германии против нас воевали Италия, Румыния, Болгария, Норвегия, Албания, Финляндия. Плюс армии множество других захваченных Гитлером европейских стран. Свою дивизию генерал-майор Иван Панфилов формировал из граждан двух союзных республик – казахской и киргизской. За героизм и мужество, проявленные на полях Великой Отечественной войны, дивизия стала носить его имя. За всю историю СССР только 2 дивизии были названы в честь своих командиров – Чапаевская в годы Гражданской войны и Панфиловская во время Великой Отечественной. И никому в голову не переходит переименовывать ее. Нет, вы что? Именно генерал Панфилов, это герой Советского Союза, генерал-майор Панфилов, он в 1941 году был военным комиссаром Киргизской ССР. Это будет, и я думаю, я верю, что это легенда, и будем иметь дальше продолжение истории. Носим имя генерала Панфилова. Какие танки стоят на вооружении киргизской армии? Правильно, наши Т-72 и Т-64. До сих пор полностью мы оснащены тем советским оружием, вооружением, техникой. Естественно, есть обновления, из других стран есть то, что мы закупаем, есть средства связи с других государств, с той же Турции, Китая и так далее. Но на сегодняшний день менять технику на технику уже других государств, это слишком большой экономический урон будет. Бюджет просто может не выдержать этого, раз. Во-вторых, стоит ли его менять? Смысл есть? Есть, нету вообще смысла. Россия регулярно поставляет военную технику в Киргизию. Это 2019 год, апрель, авиабаза в Канте. Министр обороны России Сергей Шойгу передает киргизской стороне бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М и вертолеты Ми-8 МТВ. Это проверенная надежная техника, способная выполнять широкий круг задач. В условиях горной местности и труднодоступности многих населенных пунктов вертолеты расширят возможности по выполнению транспортных и поисково-спасательных задач. Проходит совсем немного времени, и в ноябре того же 19-го Россия готовит еще одну поставку в Киргизию. Это 2 вертолета Ми-8 МТ и 2 подвижные наземные радиолокационные станции П-18-2 из состава сил воздушной обороны Киргизской Республики, которые были отремонтированы, модернизированы и, соответственно, доведены до современного технического уровня на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России. Киргизия – страна горная. Лишь 5-6% ее территории покрывают равнины, все остальное – горы. Причем очень высокие. Во многие районы можно добраться только на вертолете. Именно поэтому едва ли не каждый подобный контракт касается вертолетной тематики. Тем более, если учесть, что здесь наши российские Ми-8 часто оказываются не столько средством вооружения, сколько средством доставки и даже спасения. Немногие знают, но именно здесь, в Кыргызстане, был поставлен рекорд. Рекорд чего? Рекорд вертолета Ми-8 МТВшка. На посадку они произвели во время спасательной работы на пике Хан-Тенгри, где-то 6125 метров. 6000? То есть это выше Эльбруса метров на 500 с лишним? Так точно, получается, да. Что делали? Спасательные работы, альпинисты спасали.
Теперь вы понимаете, для чего летчики проходили медкомиссию на высоте. Тут порой им приходится работать на таких высотах, каких, например, у нас в России вообще нет. Кстати, помните мысль про жидкий воздух? Именно из-за этой проблемы спас работы отложили на утро. В это время воздух пусть и немного, но все же плотнее. Хотя, если говорить прямо, на таких высотах очень немногие вертолеты способны летать. Наш Ми-8 из этого числа. Поэтому киргизы так уважают российскую технику. Интересная деталь. На нашивке у летчика фамилия, имя, отчество и звание написаны не только на киргизском, но и на русском языке. Государственный язык у нас кыргызский, а официальный язык у нас русский получается. У нас все на русском, то есть у нас как советское время остался у нас, то есть предполетные указания, постановки задачи на полеты, все на русском. И сохранены российские советские стандарты. Вот ровно так точно. Те же самые слова, которые мы слышим на предполетной подготовке, там метеоролог докладывает. По горам кратковременный дождь, гроза. То есть предполетная подготовка в Киргизии проходит на русском языке. Это раз. 2. Она ведется по российским стандартам. И 3. Обучение все киргизские летчики проходят у нас, в России. В эфире военная приемка. Мы по-прежнему работаем в Республике Кыргызстан. И теперь героями нашей программы станут парни из спецподразделения Национальной гвардии «Пантера». Сегодняшний полет проходит в горах. Сначала летим над ущельем. В это время оружие у всех наготове. Работа в горах с вертолетов – это фишка и сильная сторона «Пантеры». Тем временем летчики поднимают машину еще выше, несколько километров пути, и начинается посадка. Но посмотрите, в какой необычной ситуации. Вертолет с задней парой колес едва касается горы. Так спецназовцы берут под контроль площадку в горах на высоте 2500 метров. Параллельно опыт работы в высокогорье получают пилоты вертолетов. По факту, на какие высоты забираетесь? Ну, по факту мы добираем на площадке 4000 метров относительно высоты с превышением. Особенно на юге республики горы составляют уже площадки на высотах более 3-3,5 тысяч метров. Вот. А 4000 метров это уже постоянная Это над уровнем снега? Нет, в основном, да, бывает снега. Отдельно есть, где без снежного покрова. Но это уже ближе, когда снег сводит. А так, в основном, без снежный покров ледники. Тоже выполняются задачи спецподразделений для выполнения задач по разведке, их контролю зоны. Вслед за первой высадкой следует вторая. Задача та же – приземлиться как можно ближе к условному противнику и взять высоту. Со второго пересменку разрешу. Добро на посадку получено, но вертолет раскачивается из стороны в сторону. Сильный ветер. И сейчас все зависит от мастерства летчика. Он должен удержать машину, несмотря на порывы. И вот, наконец, вертолет замирает на месте, начинается десантирование. Как шутят десантники, без авиации они были бы просто пехотой. И только вертолетчики поднимают «Пантеру» на куда более высокий уровень. Ну, помимо выполнения полетов непосредственно с нашими летчиками, мы взаимодействуем со спецподразделениями Вооруженных сил Кыргызской Республики. То, что зачастую приходится выполнять непосредственно задачи нам, как военным авиаторам. И, соответственно, спецподразделение выполняется тренировку для высадка, посадка в горных условиях и выполнения ими задач непосредственно по их направлению. О каком направлении идет речь и на что способна «Пантера»? Для ответа на эти вопросы мы снова грузимся в вертолет и летим назад в Бишкек, в закрытый центр подготовки «Пантеры». Российских журналистов сюда пускают впервые. А сейчас, внимание, вы увидите то, что, по крайней мере, наша программа «Военная приемка» не видела нигде, никогда и ни у кого. Зажигаем дымы. На старт! Внимание! Марш! Поехали!
Для тех, кто никогда не служил в спецназе, немножко справочной информации. Вот когда человек идет вниз головой, сколько времени он может вот так висеть? Около 5 минут. Давайте я вас приостановлю, чтобы зрители увидели ваше героическое лицо. Сколько минут? 5 минут. 5 минут. Дальше. Ух, ты дальше дымы нас начинают мучить. В каких случаях мы можем использовать такое десантирование с вертолета? С такого положения удобно стрелять. То есть ты спускаешься вниз Да, и сразу ведешь огонь? Могу, да. Приземляемся. Не будем вас мучить 5 минутами. Строго говоря, с вертолета вот так вниз головой обычно никто не спускается. Но при штурме здания такая техника часто оказывается очень полезной. Конечно, такие приемки видели неоднократно, но посмотрите, как грациозно и красиво работают парни. Отряд называется «Пантера». Обратите внимание на командира. Попросили его зависнуть, спускаемся дальше. Напротив окна. В 1992 году было создано это спецподразделение практически сразу после того, как появилось на свет независимое государство Кыргызская республика. «Пантера» рождалась на свет вместе с новой киргизской армией, а сама армия вместе с созданием независимого государства. Первым по-настоящему серьезным вызовом и для государства, и для армии, и для «Пантеры» стал вооруженный конфликт на юге страны в Баткенской области. Серьезным испытанием, проверкой на прочность и боевую выучку для гвардейцев стали баткенские события. Незаконные вооруженные формирования угрожали спокойствию, стабильности. Это открыло многим глаза на угрозу международного терроризма. И тогда наше спецподразделение сыграло большую роль в разгроме незаконных вооруженных формирований. Это был 1999 год. Все началось с того, что вооруженные бандформирования проникли в Баткенскую область и захватили 2 населенных пункта. Киргизские военнослужащие в течение 3 месяцев вели активную борьбу против террористов и решили баткенскую проблему. Но более 50 военнослужащих погибли в борьбе с боевиками, в том числе и из «Пантеры». Ни богатого опыта, ни такой мощной базы у спецподразделения тогда еще не было. Наверное, самое экзотичное из того, что мы видели на территории базы, это тот самый прыжок с 3-го этажа без страховки. Просто невероятно, как, прыгая раз за разом, эти парни не разбиваются. И это при том, что оружие в момент прыжка у них наготове. Ну и второе, что мы должны отметить – объекты для тренировок. Из того, куда нас спустили, это шут-хаус. Шут от английского «стрелять», хаус – дом. Здание для тренировок, изрезанное лабиринтами перегородок, заставленное мишенями, где спецназ может отрабатывать тактику штурма, а у инструкторов есть возможность наблюдать за работой штурмовой группы сверху. Сценариев тут можно разыграть множество, нам показывают один из них. Когда часть группы заходит в окна, другая через дверь. Спецназ перемещается подобно танку, парни идут в броне под прикрытием баллистических щитов. Последний прикрывает группу, двигаясь спиной вперед. В любой момент он готов открыть огонь, если кто-то из бандитов неожиданно ворвется в дверь. Так проверяют 1-ю комнату, осматривают 2-ю, 3-ю чисто. Отработав 1 вводную, бойцы тут же получают следующую, и так на протяжении дня. Каким оружием пользуются спецы? Во многих случаях китайским. Но все же главный автомат тут наш, Калашников. И школа подготовки в основе наша, российская. Большинство командиров «Пантеры» проходили воздушно-десантную подготовку в Рязанском десантном училище имени Маргелова. Мы уже говорили, «Пантера» — это спецподразделение Национальной гвардии. Его аналог в России — спецназ Росгвардии. Но у нас эта структура не входит в состав вооруженных сил, а вот в Киргизии Нацгвардия входит. Продолжая аналогии, мы хотим рассказать про еще одно силовое ведомство Киргизской республики, про Главное управление охраны границы. Тут дело обстоит точно как у нас. Управление находится в ведении Государственного комитета национальной безопасности, аналога российского ФСБ. Кыргызская республика граничит с 4 республиками. Это Китайская Народная Республика, Республика Казахстан, Республика Узбекистан и Республика Таджикистан.
Общей протяженностью государственной границы более 5000 километров. Охрана государственной границы в Киргизии задача сложная не только из-за специфики службы, но и во многом из-за того, что после распада Советского Союза не до конца была проведена демаркация киргизских границ с соседними государствами. Именно это и является причиной большинства конфликтов. Между соседями, если колышек забор поставил на 20 сантиметров не туда, это может вызвать на бытовом уровне какие-то потасовки. А на государственном уровне это уже вооруженные столкновения могут. Они происходят на сегодняшний день. Конечно, руководством страны созданные рабочие группы, они полностью работают. Но очень тяжелая ситуация именно на таджико-кыргызской границе, потому что там настолько переплетено все. В одном селе, на одной улице, одна сторона может быть Таджикистан, другой дом может быть кыргызский. И как там провести линию, прям там провести государственную границу? Я думаю, здесь все-таки придем к нормальному логическому завершению. В этом плане идет огромная работа. Поскольку Россия выстраивает равные партнерские отношения и с Киргизией, и с Таджикистаном, мы намеренно не стали погружаться в эту проблему и в качестве места съемок выбрали погранзаставу Кант Чуйского погрануправления. Не путать с одноименной авиабазой. Это разные географические точки. Итак, место действия Киргизская республика, граница с Казахстаном, погранзастава Кант. Остановись. Поступил сигнал от пограничного наряда посттехнического наблюдения. В районе пограничного знака номер 46 обнаружен неизвестное лицо, перешедшее государственную границу. Равняйсь. Смирно. Приказываю выдвинуться на место нарушения государственной границы. По прибытию организовать поиск, преследования, задержания. Налей, в машине, бегом, марш! Машина, о которой идет речь, автомобиль «Скорпион» на базе российской «Газели». Однако на перехват нарушителя отправляют не только его. Как и на любой другой заставе, здесь служат лошади. Именно служат. Согласно штатному расписанию, есть вакантные места, на которые набирают только лучших. Они в основном используются на труднодоступных и речных участках границы, где техника не может проехать и где только можно нести службу только на лошадях, в конном строю. Тем временем «Скорпион» разворачивает оптическую станцию. Именно с ее помощью и удается зафиксировать сначала силуэт нарушителя. В районе пограничного знака номер 46 обнаружен нарушитель государственной границы. Возможно, вероятное движение, поселок Луговой. Как принял? Прием. Принял. А потом оптика выхватывает даже черты лица. С помощью устройства, которое позволяет и в ночное время отслеживать движение, направление. И оно в ночное время примерно около 9 километров будет производить съемку, а также в дневное время до 20 километров. Дальше дело техники. Нарушителя надо догнать и схватить. Всадники появляются с 4 сторон одновременно. С запада, юга, с севера и с востока. Беглеца берут в кольцо. Победа. Нарушитель пойман. Лошади сделали свое дело. Когда-то эти территории заселяли дикие скакуны, приземистого роста, широко известные ныне как лошади Пржевальского. Но, увы, в дикой природе их не осталось. Они живут только в зоопарках. У киргизских пограничников на службе сейчас лошади новой киргизской породы. Выносливые, крепкие, способные пройти десятки километров в горах. В этом смысле они очень похожи на лошадей Пржевальского. Глядя на то, как ловко управляются с ними пограничники, невольно вспоминаются вестерны про покорение Дикого Запада. Большой экран, приглушенный свет, проектор. То, что вы видите сейчас, напоминает, наверное, кинозал. На самом деле это электронный тренажер, на котором проходят занятия по огневой подготовке. Итак, следующий объект, о котором мы рассказываем, это военный институт вооруженных сил Кыргызской республики. Бой готов. Бой готов. Наш полковник Кустам Мамаджой, бой готов.
Этот военный институт единственный в своем роде. Здесь готовят не только военнослужащих, но и будущих пограничников. Занятия по огневой подготовке актуальны для всех. Гранатометчик, у тебя 4 снаряда. И хотя стрельба в этом электронном тире ведется без патронов, зато в полной экипировке. С какого курса здесь проходит обучение? Это с 1-го курса по 4-й курс. Основная мотивация – это экономия боеприпасов? Нет, боеприпасов у нас достаточно. А это только для учения курсантов. Возможность, чтобы с друг другом соревновались. Да? Добиться слаженной работы? Слаженной работы в отделении склада. То есть они, работая, видят результаты товарища? Да. Сразу и в экране высвечивается, кто куда попадает. То есть, получается, у них есть цель, и, например, если движется человек, в него попали, то сразу же... Да, с каждого автомата кто сколько стрельнул, вот попал, сразу высвечивается. Сколько человек уничтожил, он сразу попадает в экран. Система фиксирует количество выстрелов, точность попадания. Результаты отображаются на мониторе в режиме реального времени, и это позволяет преподавателю тут же вносить корректировки и менять задания. Огонь! Автоматчик попал. Гранатометчик не попал. Гранатометчик, работаем, перезаряжай. Что еще изучают курсанты? Базовые военные дисциплины, историю, стратегию, оперативное искусство, государственное управление. Курсанты получают навыки даже по управлению большими группами войск. Вот, например, разбирают конкретные боевые ситуации. Наша задача – первая мотострелковая рота с танковым взводом развивать наступление в направлении Кашар и дальнейшее наступление в направлении развилка дорог. Согласен. Сегодня по сценарию на условное государство, которое защищает курсант, собирается напасть агрессор. Об этом разведка сообщает за некоторое время до нападения. Задача простая – агрессию остановить, победу добыть. Прошу вас рассмотреть по моим итогам данного курсанта. У меня вот здесь результаты такие. Прошу вас рассмотреть. Экзамены принимает не один преподаватель, а целая коллегия. Каждый курсант здесь переживает свою войну. Но, чтобы успешно вести ее, сначала надо подготовиться, понять и изучить особенности всех видов и родов войск. За время обучения слушатели не только сидят за партами, они еще проходят занятия по физподготовке. Значит, работаешь толчок, толчок, на рывок уходишь. Так, ребят, мы пока самостоятельно делаем рывок. И постоянно выезжают в поля, точнее, в горы, совершая многокилометровые марш-броски. Мы уже не раз говорили, Киргизия никогда не открещивалась от своего советского прошлого. Это мы видим и здесь. Военный институт носит имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Калайнура Усенбекова. В каждом курсе имеется свое знамя. Знамя курса для курса считается особой почетной штандартой. Вот как вы видите здесь, с 1 по 4 курс у нас 4 знамя. И у каждого курса свое знамя, свой девиз. К примеру, возьмем первый курс. У него девиз «Любить Родину» – это священный долг. Священный долг, да. И у каждого курса такие же девизы имеются. Во времена СССР этот институт был хорошо известен на весь мир. И хотя в советские времена преподавание в ВУЗе шло с уклоном на авиацию, здесь получали образование будущие первые лица военных ведомств разных стран. Среди выпускников есть даже глава государства. Президент Сирии Хафез Асад здесь учился. Ахмед Хулен, командующий ВВС Йемена. Жао Бернардо, командующий ВВС Мозамбика. Маршал авиации Дильбах Синг, командующий ВВС Индии. А также индийский летчик-космонавт Буракча. И многие другие. В том числе практически весь руководящий летный состав ВВС Конго, Анголы, Мали, Зимбабве, Гвинеи, Вьетнама, Лаос, Монголии, Кубы и вот такие дальние зарубежья. Как и в случае с Панфиловской дивизией, этот вуз был сформирован в 1941 году.
Здесь, в глубоком тылу, шла подготовка руководящих кадров. Как ни странно, именно в то самое тяжелое военное время в институте появилась традиция обучать, казалось бы, совсем не военной дисциплине. Ну, офицерский вальс – это такой особый ритуал военный. Он всегда был, и испокон веков этот танец, этот вальс продолжается и передается из поколения в поколение. Наши курсанты совместно со студентками медицинской академии в данный момент тренируются для выступления на выпускном бале. Как часто проходят эти занятия? Репетиции проходят 2 раза в неделю. Приходят девчонки. Из-за того, что и сессия, и учеба совмещать бывает трудно. Но наши курсанты также с помощью наших девчонок репетиции проводят регулярно. Девчонки – это студентки медицинской академии. По завершению обучения курсанты военного института вместе с ними танцуют выпускной вальс. Так совпало, что в те дни, когда мы снимали этот фильм, вооруженные силы Киргизии отмечали 30-летие. В честь этого большого праздника курсанты института провели марафон, пробежав 30 километров с флагом страны, с боевым знаменем Министерства обороны и, конечно, со знаменем института. И вот он, финал этого сложного забега. Равняйсь! Верно! Поздравляю вас с 30-летием образования Вооруженных сил Кыргызской Республики! Ура! 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 Вольно! Национальная армия Киргизской Республики появилась после принятия под государственную юрисдикцию советских соединений, частей и учреждений, дислоцированных на территории страны. Это было 29 мая 1992 года. Пользуясь случаем, хочу поздравить тех генералов, офицеров, прапорщиков, которые на сегодняшний день находятся, дай бог им здоровья, на территории, наверное, стран СНГ. Они тоже вкладывали свою лепту. За 30 лет киргизская армия обрела силу, опыт, свое лицо, свои спецподразделения и, главное, сохранила свою историю, ничего не переписав. Наоборот, приумножив все то, что было сделано за годы советской власти. Лишь один пример. Юбилей армии отмечали 29 мая 2022, а за 20 дней до этого киргизские военные отпраздновали День Победы. Мы солдаты, и мы остаемся этому преданы. Буквально недавно мы провели очень хорошее мероприятие по 9 мая. Мы только за последний год, наверное, порядка 10-15 новых памятников. Уже даже пошел такой бум в каждой деревне ставить памятники участникам Великой Отечественной войны. В юбилейный год военная приемка поздравляет всех, кто служит в киргизской армии, кто имеет к ней отношение и делает небольшую рекламу этой солнечной, высокогорной стране. Поверьте, здесь стоит побывать и своими глазами увидеть этот красивый край. И главное, людей, которые очень хорошо относятся к нам, россиянам.